Увидеть еще немало российских городов. К концу лета планируют завершить свое путешествие. Альбина Минибаева, ТНВ, Набережные Челны. К реставрации Казанской церкви подключились музыканты. Камерный оркестр «Ля Примавера» отыграл концерт в Духосошественском храме. Вход был бесплатным, но все желающие могли оставить деньги на восстановление святилища. Пока ремонт продвигается только благодаря неравнодушным, но президент Татарстана уже поручил выделить средства, поделился настоятель. О чем нельзя забывать, выступая в храме, узнала Маргарита Петрова. Этот храм был построен в 1731 году. В 19-м, начале 20 века он был одним из самых посещаемых в Казани. Точно известно, что здесь на хорах пел юный Федор Шаляпин. Но этот концерт посвящен другому классику. Храм был духовным центром Суконной Слободы. Точно известно, что по этим улицам осенью 1833 года прогуливался Александр Пушкин. Его день рождения отмечали на этой неделе. Программу концерта в оркестре собрали соответствующую из жемчужин русской классики. Глазунов, Лядов, Бородин, конечно, Чайковский. С этими мастерами великолепной акустики храма. Надо быть еще осторожней. Учитывая вот эту немножко гудящую акустику любого подобного зала, может быть, точнее, острее нужно играть некоторые эпизоды. На Западе «Ля Примавера» регулярно дают концерты в католических соборах. К тому же, говорят в оркестре, из святых стен и вышла европейская музыка. Вспомнить хотя бы Баха. Но устоям православия подобное претит. Свое благословение на концерт дал митрополит Анастасий, потому что храм пока не освящен. Когда закончится реставрация, неизвестно. Но сделано все будет с максимальной оглядкой на былое убранство. Известно, что здесь был четырехъярусный иконостас искусной работы, что многие иконы, которые находились в этом храме, они были в вызолоченных киотах. Сохранилось только описание того, как храм выглядел. Храм действительно обладал многими иконами, которые были древнее даже, чем сам храм. Некоторые иконы сохранились в музеях. Казанцы уберегли лики во время восстания Пугачева, но не смогли отстоять в советские годы. Храм был закрыт в 30-х. О бывшем здесь более полувека театре кукол внутри уже ничего не напоминает. Снаружи новые купола, наконец, церковь обрела и кресты. Здесь будет много прихожан, уверен настоятель, хотя многие дома Суконки снесены, вокруг растут новые. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Музыка татарских композиторов